Полвека назад в долине у подножия Гисарского хребта решили основать город Душанбе, столицу советского Таджикистана. Тогда здесь стоял грязный кишлак, и по понедельникам собирались многолюдные базары. Душанбе по-таджикски «понедельник». В 1925 году города еще не было, но за 50 лет молодая столица стала одним из красивейших городов Средней Азии. Ее улицы, обсаженные в несколько рядов белой акацией, кленами, чинарами, напоминают зеленые тенистые туннели. Горные реки наполняют арыки, проложенные вдоль городских магистралей. На площадях шумят фонтаны. Городские скверы украшены памятниками, классику таджикской литературы Рудаки, советскому писателю и общественному деятелю Айни. Невысокие дома интересны по своему архитектурному облику, используют мотивы национального зодчества и приспособлены к защите от среднеазиатской жары. Каждое здание возводится со специальными междуэтажными железобетонными поясами, которые предохраняют дома от разрушений, ведь Душанбе расположен в зоне высокой сейсмичности. Железная дорога Термес-Душанбе, построенная в 1929 году, связала город со всей железнодорожной сетью страны. Для республики особенно важны шоссейные дороги. Они соединяют столицу с самыми отдаленными высокогорными районами. Душанбе стал основным транспортным узлом Таджикистана. Это и способствовало его стремительному экономическому росту. Теперь почти половина всей промышленной продукции республики производится в столице. На душанбинских предприятиях перерабатывается сельскохозяйственное сырье, прежде всего хлопок. На текстильных фабриках Таджикистана осуществляется полный цикл производства, от запарки и размотки коконов до выпуска готовых шелковых тканей. Масложировой комбинат и мясокомбинат также работают на местном сырье. Из металлообрабатывающих предприятий общесоюзное значение имеет завод «Таджик-Кабель». Далеко за пределами страны известны ткацкие станки-автоматы «Таджик-Текстиль-Маша». Фирма «Торгбытмаш» наладила массовый выпуск бытовых холодильников. Индустриализация и развитие строительства в Таджикистане вызвали к жизни новую отрасль – производство строительных материалов. Для народного хозяйства республики высшие учебные заведения столицы готовят кадры квалифицированных специалистов. Большие исследовательские работы ведут институты Таджикской академии наук. История Душанбе символична. Она олицетворяет путь советского Таджикистана.